Здравствуйте, уважаемые родители. Извините за задержку, немножечко задержались. Итак, меня зовут Минина Татьяна Владимировна. Я воспитатель детского сада 83 города Сыктывкара. Также я являюсь консультантом Республиканского консультационного центра. И сегодня у нас консультационный час на тему «Как научить ребенка пересказывать, рассказывать, сочинять сказки с помощью волшебных карт Пропа». Мне очень много вопросов задают. Как же научить ребенка пересказу, что такое карты Пропа и как ими пользоваться. Вот сегодня мы на эту тему поговорим. Также вы можете задать свои вопросы в чате мне, я могу на них ответить. Затем вы можете задать вопросы на странице социальной сети ВКонтакте. Вот сейчас вы видите как говорится, на своем экране, как записаться на консультацию в Республиканский центр. Также на сайте самого Республиканского центра тоже можете задавать вопросы. Или по телефону горячей линии, который указан на слайде. Так, по сертификатам. Так, это надо узнать. Итак, начнем с первого вопроса. Что такое пересказ? Что такое пересказ сказки? Меня часто спрашивают родители. Пересказ – это изложение текста своими словами, по памяти. В пересказе можно слова менять местами, можно заменить любые слова другим словом. Пересказ сказки является важным умением, которое в первую очередь показывает, насколько ваш ребенок хорошо может формулировать, анализировать, понимать услышанное произведение, а также насколько у него развита речь. Следующий вопрос. Чем отличается пересказ от рассказа? Рассказ – это самостоятельное, составленное, развернутое изложение. Составление сказки по заданию – более сложная деятельность, чем пересказ. Для того, чтобы пересказать текст сказки, родители должны несколько раз его прочитать. Затем ребенок должен постараться рассказать о происходящем в тексте. В рассказе же ребенок должен сам в соответствии с заданной темой определить содержание и выбрать речевую форму повествования. Например, вы прочитали сказку «Три поросенка» несколько раз и просите ребенка пересказать эту сказку. Ну, это, конечно, пересказ, да? А если вы просто попросили ребенка рассказать сказку про красную шапочку, про теремок, про колобок, то это рассказ. Итак, следующий вопрос, часто задаваемый родителям. Для чего нужно сочинять сказки? Сочинение сказок, уважаемые родители, развивает фантазию, речь, мышление, воображение ребенка, помогает в творческой форме закрепить уже имеющиеся знания у детей, готовит к успешному школьному обучению, сплачивает семью, доставляет массу положительных эмоций и формирует у ребенка чувство своей успешности. Задача родителей – научить ребенка правильно излагать свои мысли и быть последовательным. А чтобы вы с ребенком легко проанализировали структуру сказки, и он лучше усвоил ее содержание, а также для облегчения ее пересказа, рассказа и сочинения, я предлагаю родителям пользоваться картами Пропа. Тут возникает у родителей вопрос, а что же это такое? Карты Пропа. Известный исследователь сказок
Владимир Яковлевич Проп проанализировал структуру русских народных сказок и выделил в них набор постоянных структурных элементов или функций. Герои могут быть разными, а события, которые происходят с этими героями, получаются одни и те же. Ну, давайте с ними познакомимся. Итак, первая карта. Жили-были. Создаем сказочное пространство. Каждая сказка начинается со слов «жили-были», «в тридевятом царстве», «давным-давно». Вот эта карточка первая для вас. Следующая карточка, вторая, особые обстоятельства. Какое-то в сказке происходит особое обстоятельство. Например, кто-то повадился воровать пшеницу, или солнце исчезло, да? Ну, например, или перестал лить дождь, началась засуха. Вот такие события бывают. Сразу хочу сказать, что эти карты Пропа подходят не только именно к русским сказкам. Эти карточки можно применить для рассказа, пересказа любых сказок. Так, четвертое. Нарушение запрета. Говорят, не открывай оконце, не отлучайся со двора, не пей водицы. Наказывают ему. Запрет это, запрет, наказывают. Вот четвертое, нарушение запрета. Запрет все равно нарушается. Персонаж сказок уходит из дома, например, да, или пьет из лужи, копытца, да. Что же еще делает? Выглядывает в окошко. Так, и при этом иногда в сказке появляется антагонист, вредитель. Это, например, новое лицо, которое в сказке «Гуси-лебеди» мальчик ушел со двора, Иванушка, и появились сразу вредители гуси-лебеди и унесли его к Бабе-Яге. Пятая карточка. Вот, герой покидает дом. При этом он может не сам покидать дом, например, как Колобок или вот гуси-лебеди, да, а может его кто-то отправить. Например, злая мачеха просит старика увести падчерицу. Вот. Нарушение вот это запрета, да. Так, шестая карточка. Где-то в сказке может появиться друг-помощник. Ну, например, серый волк, когда появляется, Ивану помогает. Или щука Емеле помогает. Также сивка-бурка. Седьмая карта. Способы достижения цели. Это может быть полет на ковре-самолете, может быть использование меча какого-нибудь кладенца, например. Так. Следующая карточка у нас. Враг начинает действовать. Змей похищает царевну, колдунья отравляет яблочко, например. Следующее – одержание победы. Разрушение злых чар и физическое уничтожение, например, вредителя какого-нибудь. Ну, Кощея Бессмертного, Змея Горыныча и еще. Кажется, вот все, победа, сказка может закончиться, но нет. Еще бывает и погоня, преследование. Так, например, как в сказке «Гуси-лебеди» за детьми бежали, полетели гуси, они прятались потом, да? Помните? Как говорится, персонажи, они нарушители вот эти. Так, следующее. 11-я карточка. Спасение от преследования. Вот опять же, гуси-лебеди. Та же самая сказка. Прячутся они в печке, прячутся они под яблоней и так далее. Так, 12-я карточка. Это может быть даритель испытывает героя. Тут появляется момент такой, появляется новый персонаж. Ну, например, гном или какой-то волшебник, старушка, которая прикинулась нищей и ей нужна помощь. Или Баба-Яга,
Девушке дает задание выполнить домашнюю работу. 13-я карточка. Герой удерживает испытание. Все очевидно. 14-я. Получение волшебного средства. Оно может приготавливаться, покупаться, передаваться. Так. Следующее. Отлучка дарителя. То есть Баба Яга может отпустить с миром, волшебники исчезнуть, дракон спрятаться обратно в пещеру. 16-е. Герой вступает в битву с врагом. Ну, иногда это бывает открытый бой, например, с Змеем Горынычем, да? Вот. А иногда, это просто даже игра в карты. Так, враг оказывается поверженным. В сказках врага побеждают не только в бою или на состязании, но бывает и уничтожают с помощью хитрости или выгоняют. Следующая карточка. Героя метит. Метку наносят на тело, либо дают какой-то особый предмет, то есть кольцо волшебное, полотенце, образок, или что-то он, наоборот, этот герой забирает у поверженного врага. Следующая карточка, 19-я. Герою дают сложное задание. Достань перстень, например, со дна моря. Соткать ковер, например, это как в «Лягушке царевне» сказка, да? Там дается несколько заданий. Испечь пирог, соткать ковер и так далее. Ну, например, еще в сказке есть такое «Принеси то, знаешь что». Вот такие сложные задания дают герою. 20-е. Герой выполняет задание. А как же иначе? Это не все еще, уважаемые родители. Дальше. 21-я карточка. Герою дается новый облик. Так. Частый прием – это погружение, например, в горящую воду, в молоко, откуда герой выходит красавцем. Вот. 22-я карточка. Герой возвращается домой. Обычно это происходит в тех же формах, что и просто прибытие пришел обратно. Но и может быть и победный прилет на поверженном драконе. Так. И вот тут вот загвоздка. Героя не узнают дома. Где-то вот в сказке у Пушкина Руслана и Людмила, когда Руслан приходит, там вместо Руслана другой сказал, что он Людмилу спас, что он герой. Вот примерно так. Герои не узнают дома. Иногда вследствие происшедших с ним внешних даже изменений, например, заведений какого-то наведенного заклятия или еще что-то. Вот так. Потом следующая карточка. Появляется ложный герой. Вот я уже про Руслана и Людмилу говорила. Так, то есть тот, который выдает за себя и присваивает заслуги героя. 25-е. Разоблачение ложного героя. Это может произойти в результате каких-то специальных испытаний или свидетельства других лиц, которые узнали, да, что этот не настоящий герой. Узнавание героя, ликуют все, обнаруживается подмена, ложный герой с позором изгоняется, и нашего персонажа принимают в объятия. Хэппи-энд, счастливый конец. Пир на весь мир, свадьба и полцарства в придачу. И мораль. Какой вывод можно сделать из случившейся истории, например? Какой вывод можно сделать из сказки? Уважаемые родители, не все 28 карт брать надо сразу же.
И вообще не все 28 карт именно в какой-то той или иной сказке присутствуют. Нет. Мы сейчас разберем с вами простую сказку «Колобок». И посмотрите, какие карточки вот я взяла бы, если рассказывала бы сказку «Колобок» ребенку. Вот первая карточка – это обязательно «Жили-были». Особые обстоятельства. Какое особое обстоятельство? Дед захотел, чтобы бабушка ему испекла колобка. Герой покидает дом. То есть Колобок лежал на окошке, студился и прыг, и побежал по дорожке, покатился. И взяла вот сразу, посмотрите, 16-ю карту. Герой вступает в битву с врагом. Какие враги на пути у Колобка встретились? Это заяц, волк, медведь и лиса, которая его и съела. Тут нет счастливого конца в этой сказке. Тогда мораль должна быть. Например, что можно сказать, например, ребенку? Ну, что нельзя одному маленькому ребенку покидать дом без взрослых. Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми на улице. Вот я бы такую мораль вывела из этой сказки. Так, следующий вопрос. Где же можно приобрести эти карты пропа? Эти карты пропы можно скачать в интернете, а можно и на сайте вот центра. Вот там вы, наверное, видите карты пропа для работы с детьми. С ребенком, по-моему, есть наверху. Вот сюда заходите, и здесь вы можете распечатать. Сначала скачать, потом распечатать и работать с ребенком. Так, следующий вопрос. Как с ними работать по картам пропа? Ну, сначала ребенку надо вообще объяснить, что у сказки есть начало, середина и конец. Ну, структуру сказки объяснить. Начало сказки – это что? Это зачин, который призван настроить читателя на сказочную атмосферу, подготовить его к восприятию информации. В финале сказки, ну или конец сказки, содержит некоторую мораль, подведение итогов. Ну, а остальное тогда, логично, это середина сказки. Потом мы начинаем читать сказку и раскладываем карты пропа. Сопровождаем это чтение картами пропа. Это все делается поэтапно, не сразу все. Затем на следующем этапе мы с ребенком по картам пропа пересказываем какую-нибудь либо сказку. И только на последнем этапе можно приступить к совместному сочинению сказки, используя карты пропа. Для этого отбирается 5-8 карт, придумываются главные герои, выбирается, кто будет самый главный герой, кто помощники героя, а кто будут ему вредить. Мои рекомендации такие, уважаемые родители. Вся работа по обучению ребенка пересказывать, рассказывать и сочинять сказки с помощью волшебных карт пропа ведется постепенно, поэтапно. Не надо сразу знакомить детей с 28 карточками. Начинайте с несложных сказок, с небольших. Даже если ваш ребенок ходит уже в подготовительную группу, но он не знаком с картами пропа, начинайте с колобка, с теремка. Вот с таких несложных сказок. Ничего страшного. Вы знакомите ребенка. А потом уже будете переходить к более сложным сказкам. Особенность карт пропа заключается в том, что, работая с ними, сказка получится гарантированно. Так, у меня вот вопрос. На все вопросы я ответила. Насчет сертификатов это надо задавать вопрос мне.
Так. Ну все, больше вопросов нет. Если вы в ходе у вас не возникли вопросы, вы можете задать их в чате, еще раз говорю. Так, если вопросы будут требовать широкого спектра ответа, и вам захочется получить ответ в индивидуальном порядке, то вы вправе предоставить информацию для связи. То есть можете написать. Вот. Спасибо большое. Мне это тоже методика очень интересна. Так, не забывайте скачивать карты пропа. Всего вам доброго.